Сегодня мы не будем вас пугать последствиями надвигающейся эпидемии коронавируса, не будем призывать вас запасаться впрок медицинскими масками и костюмами биологической защиты. Вместо этого мы предлагаем вам несколько способов укрепить свой иммунитет, чтобы любая эпидемия была вам нипочем, и все вирусы отскакивали от вас, как пули от бронежилета. А поможет нам в этом медицина пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Давайте устроим атаку на вирусы, пока они не пошли в наступление на нас. Итак, тяжелая артиллерия. Кыст аль-Хинди. Это горький порошок с резким запахом, по лечебным свойствам превосходит множество синтетических препаратов. Он одинаково хорош как при вирусных, так и при бактериальных инфекциях. Эффективно борется с грибками. Помимо потрясающих иммуномодулирующих свойств, Кыст поможет вам избавиться от паразитов, излечиться от бесплодия. Кыст аль-Хинди практически не имеет противопоказаний. Его можно употреблять детям, беременным и кормящим матерям. Для того, чтобы значительно повысить иммунитет, вы можете принимать Кыст 5 раз в день, после каждого намаза, по 1 чайной ложке, запивая теплой водой. Курс приема – 1 месяц. Гроза болезней. Черный тмин. Черный тмин является мощнейшим природным иммуномодулятором, естественно и мягко оказывает влияние на организм. Активным веществом растения является тимохинон, который выполняет основную роль в формировании защиты организма и его устойчивости к заболеваниям в дальнейшем. Тмин рекомендуется принимать утром натощак, желательно за час до приема пищи, и в вечернее время перед тем, как лечь спать. Дозировка для взрослого человека составляет 1 чайную ложку молотого тмина, смешанного с медом, за 1 прием. Секретное оружие. Яблочный уксус. Принимая настойку из чеснока, меда и яблочного уксуса, вы наносите точный удар по нескольким целям. Снижаете вероятность заболеть вирусной инфекцией, восполняете нехватку полезных веществ в организме, укрепляете нервную систему. Для приготовления настойки потребуется стакан яблочного уксуса, стакан натурального меда, 25 мл сока из чеснока. Все эти компоненты необходимо смешать и подогреть на водяной бане. Внимание! До кипения доводить нельзя. Полученный настой храните в холодильнике. Для поднятия иммунитета достаточно пропить настойку 2 недели. Принимать 3 раза в день за 30 минут до еды по 2 столовые ложки, предварительно растворив в теплой воде. Имеются противопоказания. Перед тем, как употреблять настойку, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Убийца микробов – имбирь. Имбирь, лимон и мед – простые доступные средства, чтобы повысить защитные функции организма. Составы, в которых используются эти 3 компонента, помогут противостоять воздействию патогенных микробов, стрессов и нагрузок. Есть много рецептов с их использованием, мы расскажем вам о самом простом. Имбирь чистим, измельчаем через терку или блендером, смешиваем с мелко нарезанными лимонами. Еще раз все пропускаем через блендер или мясорубку и добавляем мед. На 200 грамм имбиря нам понадобится 100 грамм лимона и 100 грамм меда. При первых признаках простуды принимайте состав на ночь по 1 столовой ложке. Для профилактики простуды, повышения тонуса и защитных сил организма принимайте ежедневно, растворив чайную ложку смеси в стакане горячей воды. Ход конем. Хиджама. Кровопускание – хиджама. Это лучший способ избавиться от целого букета болезней. После хиджамы в крови увеличивается количество лейкоцитов, необходимых для защиты от вирусов и укрепления иммунитета. При хиджаме удаляется лимфа, в которой содержатся отмеревшие клетки, токсины, шлаки, продукты распада, которые вредны для организма. Из резервных мешочков высвобождается новая кровь, богатая кислородом и питательными веществами. Кровопускание – прекрасный способ укрепить здоровье, но делать его должен лишь проверенный специалист, имеющий образование и соблюдающий все тонкости этой оздоровительной процедуры. Сегодня мы напомнили вам о 5 мощнейших способах воздействия на иммунную систему, которые были упомянуты в священном Коране и сунне пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Но все они будут малоэффективны для людей, которые ведут неправильный образ жизни. Здоровый сон, умеренность в пище, прогулки на свежем воздухе, физические нагрузки, помноженные на рецепты пророческой медицины, дадут впечатляющий эффект. И, пожалуйста, не забывайте о главном нашем оружии – мольбе. Да убережет нас Господь от неизлечимых болезней и сделает нашу любовь к Нему щитом от всех бед этого мира. Аминь.